Видел жесть? Жесть? Жесть. Жесть видел. В войне нет никакой справедливости, нет ничего красивого, нет ничего романтического, ничего там хорошего нет. Кроме боли, крови, слез и грязи. Все. Многие курсанты тебя не знают. Ну, это относится к первокурсникам. Можешь ли ты нам рассказать немного фактов о себе? Где ты родился, как вырос и почему именно пошел по военной стезе? Родился я в 1978 году в деревне Шевырялово Сарапульского района, Удмуртской АССР. После этого с родителями переехали, когда мне было около 1,5 лет, в поселок Близино, тоже в Удмуртии. Всю сознательную, так сказать, молодость и становление себя как человека я провел в этом населенном пункте. Учился там же, окончил среднюю школу. У меня так сложилось, что мы многодетная семья, у меня еще брат и младшая сестра. Никому не секрет, что в 90-е годы население наше, то и все жило не очень богато, скажем так. И мои родители, я это видел, что мои родители не могут позволить себе обучение, скажем так, в каких-то высших заведениях 3 человек. И я решил, что я хочу стать независимым человеком в первую очередь. С молодости я, с детства самого занимался спортом очень усиленно, конкретно лыжными гонками. И чувствовал в себе способность и к тому, что физические нагрузки меня не страшили, во-первых. Во-вторых, независимость от родителей. В плане независимости того, что я не должен нести на них какую-то отдельную еще материальную нагрузку. И я подал заявление через военкомат о поступлении в военное училище, документы. Я написал в артиллерийское училище, я один ходил туда. А потом с ребятами, когда мы сюда в Ижевск приезжали на прохождение военно-врачебной комиссии, узнал, что, они были с других школ, Болезино, что они все написали в танковое. Я пошел в военкомат, переписал заявление на танковое училище. А когда мы закончили 11 класс и мы пришли за предписанием, мне выдают, у меня написано в предписании Казанское артиллерийское училище. Я спрашиваю секретаря, говорю, а где мое заявление на танковое-то? А не было. В общем, потеряли его. А времени было, сроки уже были сокращены, мне переоформлять документы не было времени. Я поехал поступать в артиллерийское училище. И самое, что смешно из этой истории, все, которые поступили в танковое училище, года там не прослужили, а я единственный из поселка Близино в тот год, который поступил в военное училище, доучился до конца. Как пелась песня «Какой ты нафиг танкист». Когда наступил 1 января 2000 года, нас построил наш командир, начальник курса, и объявил нам, что, ребята, вы выпускаетесь не летом, как положено по учебному плану, а 26 февраля, через 2 месяца. Это было связано с началом с трагических событий 2-го витка войны на Кавказе, началась 2-я чеченская кампания. И нехватка кадрового офицерского состава подхлестнуло командование, то есть вооруженных сил, для того, чтобы ускорить выпуск. В этом году все высшие учебные заведения военные выпускали своих выпускников 26 февраля. Попал в распоряжение командующего Северо-Кавказского военного округа в городе Ростов-на-Дону. Приехали мы туда через месяц, после отпуска, когда училище закончили. И туда, когда мы уже приехали, меня там уже назначили конкретно в воинскую часть. Номер говорить не буду, потому что это секретная информация. Тебе удалось, ты застал действия? Да, если поговорить про мою воинскую службу, сначала
Я попал в ту часть, которая конкретно в боевых действиях в Чечне на тот момент не участвовала, ну, по наведению конституционного так, порядка, скажем, на территориях Чеченской и Республики Дагестана и ближайших территориях. Пришла, так называется, разнарядка на формирование кадрового состава нового подразделения, которое формировалось на территории Краснодарского края, а именно бригада специального назначения. И там нужны были офицеры-артиллеристы. После этого вот я перевелся туда, и 8 лет я служил в этой бригаде. И уже когда я служил в бригаде специального назначения, я был в специальных командировках неоднократно. На территории всего Северного Кавказа и Закавказья тоже. Видел жесть? Жесть? Жесть. Жесть видел. Видел жесть. Я вообще не люблю об этом говорить на людях. Да и не говорю практически никому. Я могу только как бы резюмировать все, что война — это зло. Это просто вот, это не красивые слова, ну, то есть не пафосные какие-то определения, что зло. Это зло во всех его проявлениях. Ну, вот в любом проявлении война. В войне нет никакой справедливости, нет ничего красивого, нет ничего романтического, ничего там хорошего нет. Кроме боли, крови, слез и грязи. Все. Да, если возвращаясь немножко отмотать, я нашему новому поколению сказать, я ушел из дома, мне было 16 лет. В 16 лет я начал абсолютно автономную самостоятельную жизнь. Через 2 недели мне исполнилось 17, и через 1,5 месяца, 3 сентября 1995 года, я принял присягу. 17 лет. Это по закону разрешается, если ты поступаешь в высшее военное учебное заведение. Почему колледж? Почему именно здесь работа твоя связана? Я себя связываю с любой организацией, где есть, скажем так, субординационное построение, там, где как-то привязано, скажем, к армейскому быту все. И я вот в этой сфере я себя чувствую как рыба в воде. Мне комфортно в ней находиться. На всех мероприятиях, связанных с построениями курсантов, ты говоришь без микрофона, без специальных приспособлений. Как выработался такой громкий голос, вот именно такая постановка? Может быть, это суть. Как это сказать? В армии ты командуешь подразделением каждый день. А так как я офицер-артиллерист по военно-учетной специальности, я вам скажу, что грохот на огневой позиции стоит такой, что приходится перекрикивать канонаду пушечную иногда, чтобы командиры услышали тебя. Командиры орудий, скажем так, да, подчиненные. Ну ведь некоторые курсанты прям боятся, когда ты начинаешь говорить. Бояться не надо, это вообще стереотип. По крайней мере, вздрагивают точно. Они должны вздрагивать, они должны на прием начать работать, чтобы их мозг начал воспринимать информацию из нужного источника в нужное время. Поэтому это основа, в том числе строевой подготовки. Был ли такой момент, когда ты спокойно, свободно идешь по улице и навстречу идут курсанты? Ну, допустим, занимаются чем-нибудь незаконным и, увидев тебя, убегали? Нет, такого не было, прям что незаконным или там какими-то правонарушениями мелкими. Такого не было, но, по крайней мере, когда меня видят курсанты в городе, это для меня, допустим, тоже как бы оценка моей деятельности. Они улыбаются и здороваются со мной. Ну, вот, от души здороваются. Не из-за того, что они просто меня знают, а они меня, ну, по крайней мере, я так считаю, что они рады меня видеть. Вот это оценка настоящая. Распирает гордость, когда они идут красиво, строем? Естественно, потому что это результат моего труда. Естественно. Когда ты видишь, что цель достигнута, но они прекрасно знают, на самом деле, что я очень строг в оценках. И примерно, они точно знают, что старшие курсы особенно,
что если я сказал хорошо, то это они прыгнули уже выше крыши. Отлично вообще ни разу не говорил. Хорошо – это уже запредельно. Где они себя показали на отлично? На отлично, ну опять же, к оценкам, да. Я за каждое наше участие в параде с того момента, как я начал готовить курсантов к парадам, посвященным очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, за каждое мероприятие горд за людей, которые шли у меня в парадных коробках. Я за них горд. Но при этом не можешь сказать, что это отлично. Нет, не могу. Не могу. Они знают, что я всегда найду время для строгости, и всегда у меня есть время для того, чтобы пошутить. А вот когда время для строгости, они же у нас любят поболтать в строю. У меня есть такой маленький экспандер резиновый, я его называю помощник, мой замполит. Никаких не наносит, скажем так, травм. Но я в самых болтливых его кидаю иногда. Но один раз они меня искали там толпой, когда он в снег у меня влетел. Промахнулся, я по болтуну не попал. А искали они его долго, потому что я без помощника дальше не мог вести просто вторую подготовку. Это действенный метод. Да, когда я вот так поднимаю его, сразу тишина наступает. Потому что они знают, что... Да, что он полетит, что он полетит, что он полетит. И самое, что я за точность не отвечаю, потому что до расстояния можно большое быть. Поэтому замолкают все, чтобы случайно в него не попало. Самая сложная ситуация, с которой ты встречался, работая с курсантами? Самое сложное, что есть категория, ну это не только курсантов наших, это вообще по жизни, а с нашими курсантами, есть категория людей, которые пришли сюда не по своему, не по желанию, скажем так, или не понимая, где они находятся, для чего они вообще здесь находятся. И когда вот эта стена встает, ты ему объясняешь, а он привык жить, ну это, наверное, от недостатка воспитания родительского, или, ну, каких-то совокупность каких-то объективных или субъективных обстоятельств, которые сопровождали его в той жизни до курсантской. И когда я не могу пробить эту стену никакими своими методами, я так думаю, что я обладаю достаточным набором средств, чтобы с человеком в контакт войти. Когда я не слышу, вот обратная связь, самое тяжелое, это когда нет обратной связи. Я руки не опускаю, потому что не в моих правилах, но с этим контингентом я не говорю, что нельзя работать, с ним тяжело, просто тяжелее чуть-чуть, чем с другими работать. Хорошо. Самая приятная ситуация в колледже? Самое приятное. И вот из последнего просто сейчас мы развиваем очень большими темпами наше направление WorldSkills, то есть участие в соревнованиях. Из последнего вот то, что моя команда по компетенции правоохранительная деятельность выиграла первый отраслевой чемпионат, который в презентационной форме был в мае. Мы выиграли, в том числе и команду города Москвы. Это мне очень было. Это всегда приятное чувство нахлынуть, когда ты чувствуешь результат своей работы. А когда результат положительный или лучше в республике, естественно, это вызывает подъем эмоций. Курсантов надо воспитывать, на самом деле. У нас наши главные две задачи, да, это воспитать и обучить. Вернее, обучить и воспитать. Они тождественны для меня, потому что учеба идет через процесс воспитания в любом случае. Никогда мы даже за глаза про курсантов никаких оскорбительных вещей не говорим. Ну, это не уровень преподавательского состава, скажем так. Почему людям стоит поступать в этот колледж? Людям, именно молодым людям, в эпоху вот именно такого вседозволенности, скажем так, это мое субъективное, и
в какой-то степени распущенности именно вот молодого поколения, да, у нас немножко демократия с таким оттенком влияния, вот это негативного влияния Запада развивается, и оно на молодом поколении, как на лакмусовой бумажке, оно сразу отпечатывается. Вот чтобы сюда надо поступить для того, чтобы понять истинную ценность себя как человека и гражданина в первую очередь. Что в твоем понимании патриотизм? Мы спрашивали это уже у курсанта колледжа, а у него есть четкий ответ, четкое понимание. Что для тебя патриотизм? Для меня при любых обстоятельствах я любовь к своей родине. Все, никаких ни вправо, ни влево. Для меня патриотизм – это не какие-то государственные структуры, там, вооруженные силы. Патриотизм в моей душе, я знаю точно, что я свою родину никогда не продам. Ни за какие деньги. Это беззаветно, просто вот не бессмысленно, не могу сказать. Просто любовь к своей родине. Все, без объяснений причин. Хотел бы посоревноваться в строевой подготовке с другими странами, например? Легко. Хотел бы. Как думаешь? Я думаю, что единственный был бы конкурент – это Китайская народная армия. Остальные не конкуренты вообще. Есть ли в Ижевске конкуренты по строевой сейчас? Мое личное мнение – нет. В таком масштабе, подготовки, строевой подготовки точно нет. Точно нет. Есть отдельные подразделения, учебные заведения, в которых есть определенный контингент обучающихся, которые занимаются. Есть неплохие, но в таком масштабе точно нет. 3 самых важных фактора на строевой подготовке. Что должны знать юное поколение, первый курс? Обязательно на ней присутствие. Если человек присутствует на самой строевой подготовке, я ему дам все, что надо. Во-вторых, внешний вид. Это касается как строевой подготовки, так и повседневной жизнедеятельности. Все прекрасно знают, как я отношусь к своему внешнему виду. Именно курсантов. Это порядок ношения нашей формы одежды, которая установлена на территории колледжа, установлена нашими документами, которые регламентируют все эти вопросы внутренней нашей организации, внутренней колледжной деятельности. И третье – это старание, без старания. Как говорится, 90% успех – это 10% таланта, а 90% работы.